Здравствуйте, наши маленькие зрители, а также их родители. В эфире программа «Бергаляб Ираник», программа, в которой мы учим татарский язык. А учить нам его легко и весело помогают наши участники. Сегодня у нас в гостях семья Валиевых, Карим и его папа Нияз. И семья Валиахметовых, Малика и ее папа Ильшат. Здравствуйте. Салям. Карим любит ходить в бассейн, играет в шахматы и посещает секцию дзюдо. Растет настоящим спортсменом. Он старший брат в семье, а в семье их целых 4. И показывает пример братишки и сестренкам. Карим, нәрсе күбрәк ошыйсың? Дзюдо, шахматы, яисә бассейн? Мен шахматларны уйнарга яратам, чөнки мин шахматлардан яңа уен уйлап таптым. Демәк, син киләчәктә гроссмейстер булырсың, шулай бит? Нинди менә сеңелеңә, абыйларыңа нинди үрнәк бирәсең? Нәрсәгә өйрәтәсең аларны? Әтиәнне тыңларга. Әтисе шулай дип җавап бирде. Тагын укырга, Җыештырырга. Җыештырырга ярдәм итәсең, шулай бит? Нияз, ни өчен нәкъ менә спортны сайладыгыз? Сез бит үзегез иҗат кешесе. Менә балагыз нинди юлдан барыр микән? Без гомумән баланы мәҗбүрләп йөртергә яратмыйбыз бер кайда. Мәсәлән, мине бала чакта мәҗбүри итеп баянга йөрттеләр. Шуңа күрә мин хәзер баянда уйнамыйм. Гитарада уйнарга үзем өйрәндем. Демәк, Кәримнең табиб булырга хыялы булса, сез аңа каршы килмисез. Әлбәттә, пешекче буласы килсә икән. Пешекче булыр. Әйе. Демәк, инде баладан тора һәм без сезгә уңышлар телибез. Бик зур рәхмәт килүегез өчен. Продолжаем знакомиться с героями сегодняшней программы. Малика занимается в детско-юношеской спортивной школе Олимпийского резерва по фехтованию. И попасть сюда была ее заветная мечта. Сейчас она принимает участие в различных соревнованиях, а в будущем хочет стать олимпийской чемпионкой. Малика, а меня фехтование белән шөгыльләнү авырмы? Авыр булса, безгә тренер булыша, ул авырлыкларны җиңәргә. А менә нинди җиңүләрне яуладың син әлеге моментта? Әлеге моментта мин күбеше мәктәпнең үзенең соревнованиеларда катнашам. Булай Мәскәүгә бер тапкыр барган идем. Анда российский соревнования булган иде в центре фехтования Мамедова. Һәм син анда ничәнче урын яуладың? Анда миндә 33-нче урын булган иде. Күпме кешедән? 200 кешедән 33-нче урын. Менә сиңа мә. Малика, фехтование хатын-кыз спорт төре түгел. Ни өчен нәкъ менә шуны сайладың? Әти миңа әйткән иде, мин кечкенәдән бик активный бала булган идем. Йөгерә идем, сикерә идем, төндә бик әйбәтләп йокламаган идем. Шуңа күрә көн буе йокламыйча йөрә идем. Шуңа күрә фехтованиегә бардың инде. Малика әтие мине бик актив дип саный һәм шуның өчен фехтованиегә бирде диде. Дөресме бу? Минем инде үзем спорт кешесе буларак дусларым бик күп төрле спорт төрләрендә. Минем үземнең укучы баламның анасы тренер бу фехтование мәктәбендә. Ул инде миннән күп еллар сорап йөрде. Кызыңны миңа китер, кызыңны миңа китер. Кызым бик актив дип, инде мин бераз гына вакыт узгаштан кызымны шунда бирергә булдым. Маликаның киләчәген ничек күрәсез? Маликаның киләчәге Спортта булырмы ул? Әллә әни кебек бәлки ниндидер иҗат кешесе булыр? Менә баланың тугаштан күзе зәңгәр, аннан үзгәрә бит. Кызым кайсы якны сайлый, шунда шул якка һәрвакытта булышабыз инде, әлбәттә. Рахмат килүегез өчен уңышлар сезгә телибез. Мы познакомились с нашими участниками, и пора начинать сегодняшнюю игру. Тема сегодня – домашние птицы. В эфире программа «Бергаляб Ираник». Первый тур называется «Жауап Тап». Его правила очень просты, уважаемые команды. Сейчас на экране вы увидите и услышите рассуждения детей, которые говорят о различных домашних птицах. Ваша задача узнать, о ком идет речь, и назвать эту птицу. Вопросы мы будем задавать поочередно. За каждый правильный ответ вы получаете 1 балл. Готовы? Да. Азерме? Корибас, смотрим на экран. Первый вопрос. Она высиживает яйца. У нее крылышки с перьями. Клювик есть. Она живет в сарае. Малика, первый вопрос тебе. О ком шла речь? Я считаю, что шла речь о курице.
А курица. Совершенно верно. 1 балл уходит в твоей команде. Курица по-татарски тауах. Ну что ж, играем с Каримом. Смотрим внимательно и отгадываем. Она тоже живет в воде. Они едят хлеб. Папа у меня охотится на них. Если есть домашние, то есть дикие. Так, Карим, как ты думаешь? Я думаю, что это утки. Утки? А папа согласен? Могут быть утки, могут быть гуси. Ну, скорее всего, утки, наверное. Утки, совершенно верно. 1 балл вашей команде. Утка по-татарски урдяк. Играем с нашей второй командой. Слушаем внимательно и смотрим. Это наглые, вредные, большие птицы. У него вот такая шея. Ну, они в речке могут купаться. Он большой. Я их в зоопарке у Марийки видела, они чуть меня не укусили один раз. Ильшат, кто же это наглый, вредный и с очень длинной шеей? Я думаю, гуси. Гуси. Малика, как ты думаешь? Я думаю, что это индюк. Индюк. Давай все-таки прислушаемся к мнению папы, потому что это правильный ответ. Аплодисменты. 1 балл в твою команду. Гусь по-татарски хас. Нияз, продолжаем с вами. Смотрим и слушаем. Он желтый, пушистый, маленький и бывает большой. Я обычно вижу их на озере. Она из воды рыбку достает. Кормлю их хлебом. Итак, Нияз, как вы думаете, о ком шла речь? Желтый умеет плавать. Утята, что ли? Да, это утята. 1 балл в вашу команду. Утенок по-татарски урдяк бабкясе. На очереди 5-е слово. Его мы играем с помощью наших игрушек. Берите игрушки в руки. Как только мы до конца досмотрим наш небольшой видеосюжет, кто первым нажмет на игрушку, тот и будет отвечать. Внимательно смотрим до конца. Он мягкий, желтый, милый комочек. Так хочется его обнять и приласкать. Это маленькие курицы, только они желтенькие. Ну, малыш, который пикает. Его высиживают из яиц. У него есть клювик маленький, оранжевенький. Они живут в специальных коробочек. Пока они не вырастут, их на волю не пускают, чтобы они не улетели. Они маленькие, и они могут улететь. Он, когда вырастет, станет курочкой или петухом. Итак, о ком же шла речь? Малика была первой. Твой ответ? Я думаю, что это цыпленок. Цыпленок. Молодец, это правильный ответ. Цыпленок по-татарски щеби. И со счетом 3-2 в первом туре победу одержали Малике и Ильшат. Аплодисменты. Мы переходим во второй тур нашей программы. В эфире программа «Брегаляп и Рянник». Сегодня мы говорим о домашних птицах. И прежде чем начать второй тур, давайте вспомним слова, которые мы сегодня выучили. Карим, как будет по-татарски курица? Курица будет таок. Таок, совершенно верно. Малике, утка. Урдяк. Урдяк, отлично. Карим, гусь. Коз. Совершенно верно. Малике, утенок. Урдяк бэбкэси. Афарин дырыс. И, Карим, тебе слово цыпленок. Шиби. Щеби. Абсолютно верно. Мы начинаем второй тур нашей программы. И нашим командам я предлагаю поиграть в очень интересную игру. Сейчас на экране появятся картинки со словами, которые мы сегодня выучили. Ваша задача запомнить расположение этих картинок. У вас на это будет 15 секунд. Как только время выйдет, я буду задавать самые разные вопросы. Готовы? Итак, 15 секунд. Время пошло. Смотрим. Время вышло, и начнем мы с команды, которая пока идет впереди. Малика, начнем с тебя. В какой ячейке находится курица? Номер 7. Номер 7. Открываем ячейку номер 7 и проверяем. Там у нас находится курица. Аплодисменты. Карим, в какой ячейке находится утка, урдяк? В 6-й ячейке. В 6-й. Давайте открывать 6-ю ячейку и проверять. И там у нас действительно находится утка. 1 балл в твою команду. Ильшат,
В какой ячейке находится утенок урдак бәпкәсе? Үрдәк бәпкәсе. Әйе, утенок, урдак бәпкәсе. 4. Дырт. Малика согласна? Да, давайте смотреть и проверять. Ячейка номер 4, там действительно утенок, урдак, бәпкәсе. С помощью Малики этой команды зарабатывает 1 балл. Нияз, в какой ячейке находится гусь? Кос. Второй, 9. Так. Так, 3, 2, 1. Да, второй или 9? Второй или 9? 9 или второй? Какой? Давайте пускай будет 9. 9. Давайте открывать и проверять ячейку номер 9. Это неправильный ответ, там вновь утенок. Но не огорчайтесь, на очереди 5-й вопрос. Его мы играем традиционно с помощью наших игрушек. Берите игрушки в руки. Карим, сейчас все взоры направлены на тебя. Мы верим в твою победу. Итак, внимание, вопрос. Как только я его задам, вы должны будете нажать на игрушку. В какой ячейке находится цыпленок Шеби? Малике вновь была первой. Я думаю, что цыпленок находится в ячейке номер 5. В ячейке номер 5. Карим, как ты думаешь? Я тоже думаю, что 5. Что 5? Давайте открывать ячейку номер 5 и проверять. Это правильный ответ. Аплодисменты. Мы завершаем второй тур нашей программы и переходим в третий тур. Я напомню, что в эфире программа «Бергаля Пиранид». Мы продолжаем нашу программу. Давайте вспомним слова на тему «домашние птицы», которые мы сегодня выучили. Курица – тауак, утка – урдак, гусь – куаз, утенок – урдак бәпкәсе, цыпленок – щеби. Мы готовы начать третий тур нашей программы. Уважаемые команды, сейчас для каждой из вас прозвучит песня, в которой одно из выученных нами слов зашифровано. Ваша задача разгадать, какое слово мы зашифровали. Карим, начнем с тебя? Да. Итак, внимание, смотрим и слушаем внимательно песню. Итак, Карим. Урдак. Урдак. Я его принимаю, давайте проверять. Аплодисменты, молодец, 1 балл уходит к тебе. Малике, следующий вопрос к тебе. Смотрим и слушаем внимательно. Я думаю, что скрыто слово «щебелер». Щеби, щебелер. Давайте проверять, правильно ли это. Аплодисменты. Балл уходит в твою команду. Счет после третьего тура равный. Пора подвести итоги нашей игры. Сегодня в нашей программе побеждает Малике и Ильшат. Аплодисменты. Карим, Нияз, не расстраивайтесь, у вас есть более ценный подарок. Это новые знания в виде слов на татарском языке. Спасибо огромное, что вы были сегодня с нами. Ну а наша программа подходит к концу. Туган телем үзем өчен, башка телем көнем өчен диләр. Телләрне өйрәнегез, туган телегезне беркайчан да онытмагыз. На сегодня все. Киләсе очрашуларга кадәр. Сау булыгыз!